все люди, которые участвовали, даже там в тылу, они все тоже герои, мы не должны о них забывать. Азамат Ханафин – студент авиационно-технического колледжа. 2 его прадеда во время войны служили в пехоте. Один погиб на полях сражений в Белоруссии, второй дошел до Берлина и вернулся с победой домой. Я хочу сказать не только своему дедушке, а вообще про всех ветеранов, которые служили. Мы должны чтить их память, чтобы мы никогда их не забывали. Хоть 100 лет, хоть 200 лет пройдет. Сегодня около сотни волонтеров участвовали во всероссийской акции «Дорога к обелиску». Они убрались на могилы фронтовиков, привели в порядок памятники героям и монументы солдата-победителя и скорбящего солдата на Арском кладбище. Отдавая дань памяти, мы каждый год в преддверии 9 мая, иногда 22 июня, либо перед зимой, приходим на воинские захоронения и проверяем их состояние и проводим уборку. Волонтеры убрались на могиле знаменитого авиаконструктора Владимира Петлякова, создателя уникального пикирующего бомбардировщика времен Великой Отечественной войны. Речь о знаменитом П-2, который с 1941 года выпускался в Казани. Мы традиционно начинаем с приведения в порядок мест захоронений нашего великого авиаконструктора. Его именем связано большое количество подвигов, которые были совершены во время Великой Отечественной войны. Завтра волонтеры приведут в порядок могилы воинов на Архангельском кладбище, затем на Красной Горке и Новотатарском. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.